Ваша задача максимально аккуратно, не поломать, не делать такие резкие движения с вещами, потому что каждый артефакт, он носитель информации. Добровольцы под руководством археологов приступили к раскопкам. Их главная задача – действовать максимально аккуратно. Каждый слой грунта снимают бережно, чтобы не повредить находки. К нам приезжают уже второй год. В прошлом году они нам тоже здесь помогали. Очень активные, хорошие ребята, молодые, перспективные. Вот. Самое главное, им это нравится. С помощью них уже найдены несколько артефактов тоже. Добровольцы со всей страны, среди которых София Давидян из Донецка, бережно помогают археологам в раскопках. Их труд – это не просто помощь в сохранении древних памятников, но и настоящий мост дружбы между культурами и регионами. Общее дело объединяет, позволяя каждому внести свой вклад в историю. В таком я участвую первый раз. Никогда прежде мне не приходилось быть на раскопках. Мы находим всего очень много нового, интересного для нас, даже того, чего мы никогда не видели. Чтобы стать участником проекта «Маяки дружбы и башни Кавказа», нужно пройти сложный конкурсный отбор. С этим успешно справилась Татьяна Абакумова из Москвы. В Ингушетии мне очень нравится. Прекрасный регион, обязательно вернусь сюда еще раз. Больше всего в Ингушетии мне нравятся, наверное, виды, красота, ну и, конечно же, добрые люди. Работа на раскопках кропотливая и требует особой аккуратности. Здесь важна не скорость, а внимание к деталям. Ценность представляет все от крупных предметов до мельчайших фрагментов. У нас здесь нет ничего металлического, ни стеклянного, ни глиняного. Вот. Идем дальше. И таким образом мы продолжаем искать что-то отдельное, да? Да. Проект «Маяки дружбы башни Кавказа» проходит на территории 7 регионов. В нашу республику приехали 9 добровольцев, и пробудут они здесь до 21 сентября. Мне выпала честь поработать в республике Ингушетия. Я, конечно, был удивлен тем количеством родовых башен и восхищен тем, каким образом жители республики относятся к исторической памяти, что даже за свой счет, фамилиями, тейпами, да, они, что называется, скидываются деньгами и вкладываются в то, чтобы сохранить свою историю, чтобы внуки, правнуки все знали о том, откуда пошел их род, как он жил, и несли эту культуру дальше, уже, как говорится, по родовой ветви. Волонтерское движение у нас в регионе развито. Здесь скорее важна роль молодежи в усовершенствовании, увеличении уровня межнационального согласия. 9 человек, 9 маяков дружбы. Именно столько волонтеров из разных уголков России работает в этом году на башенном комплексе в рамках знаменитого проекта, который зародился в нашем регионе в 2016 году. Проводится ежегодно Федеральным агентством по делам национальностей. Мария Амбата, Султан Булгучев, Магаз 24.